Крым постепенно возвращается к обычной жизни. Открыты все магазины, возобновили работу большинство предприятий, открыты летние террасы кафе. С 15 июня на полуострове заработают санатории, имеющие действующую медицинскую лицензию. Но новые случаи обнаружения коронавирусной инфекции подтверждаются ежедневно, и поэтому возможность заражения остается очень высокой. Самая необходимая защита от этого – соблюдение социальной дистанции и ношение маски. Тем более, что обязательный масочный режим, введенный с 12 мая, еще никто не отменял. Защитные маски необходимо носить в общественных местах, торговых центрах, других местах массового скопления людей. Соблюдают ли это требование жители столицы Крыма? Чтобы проверить эту ситуацию, мы отправились в торговые центры Ахмеджита. Это один из самых крупных и популярных супермаркетов столицы. В режиме скрытой съемки видно, маски не на всех посетителях, а социальную дистанцию и вовсе здесь никто не соблюдает. Аналогичная обстановка и в других торговых центрах города. Но в некоторых супермаркетах ситуация получше. Здесь сотрудники охраны настоятельно требуют от посетителей надеть маски или покинуть магазин. На прогулке в парке носить маску не обязательно. Это нужно сделать, если рядом окажется более 2 человек. Но в одном из самых популярных, Гагаринском парке столицы, где гуляют толпы людей, мы не нашли ни одного человека, кто бы был в маске. В центре крымской столицы людей в масках единицы. Прохожие признаются, обязательный масочный режим они не соблюдают. Соблюдаем в магазине. Заходим в общественные места, всегда надеваем маски. А вот сейчас вы гуляете в центре? Ну да. Тоже общественное. Ну типа я же не разговариваю с кем-то вблизи, кроме как с человеком, с которым я живу. Зачем она мне? И в ней очень лицо потеет, неприятно. Я не могу, не знаю. Как по мне, коронавируса нету. Я так Чисто думаю. у людей деньги пособирать, типа, выгодный такой момент. Почему бы и нет? И полиция, как на кость налетает. Даже не то, что мы, тут полиция как бы тоже без масок ходят, но они ходят, и мы ходим. В принципе, в коронавирус пока не верю, потому что мои знакомые врачи никогда его не видели, а то, что говорят по телевизору, не верю я особо в это. Сейчас на свежем воздухе. Вообще, да, мы забыли их. Я не болею, я здоровая. Ага. А заразиться не боитесь? Не, я ничего не боюсь. Все с нетерпением ждали ослабления режима самоизоляции, но опасность заражения страшной болезнью при этом никуда не исчезла. Только за последние 2 дня на полуострове подтвердились 15 новых случаев коронавирусной инфекции, и от нее умер еще один, уже 15-й по счету человек. А общее число заболевших с начала пандемии, включая Севастополь, неуклонно приближается к 600. В такой ситуации равнодушие по отношению к своему здоровью и жизни просто поражает. Поражает и то, как власть контролирует, вернее, не контролирует соблюдение масочного режима в местах скопления людей.